Церковь вот, работает. Я вас очень рада сегодня видеть. Нету переводчика. Слава Богу. Слава Богу за каждого человека, который сегодня пришел. Я, как обычно, вышла сделать несколько объявлений. Каждый вторник у нас проходят домашние группы в 19:00. В Лаздинай, Шишкине, в Рудамине и в районе вокзала. Также по четвергам проходит общая молитва в 18:00 по адресу Кауна 3А. Церковь, присоединяйтесь. К пастору на консультацию можно записаться после служения. Пожалуйста, подойдите ко мне вот сюда, вот я вас запишу. Также большая просьба, пожалуйста, выключите звук телефонов. И также просьба, не снимая, надо, очень важно держаться, не снимать маску полностью, когда будет идти служение. В коридор тоже нельзя выходить без маски. И, пожалуйста, поделитесь служением по группам на своей страничке, чтобы больше и больше людей увидела и услышала. Спасибо. Аллилуйя. Давайте мы поднимемся. Дорогие, поприветствуйте друг друга, обнимите друг друга на расстоянии 2 метров. Сегодня чудесный день, потому что сегодня день Господень, когда мы приходим, чтобы воздать Богу славу, поклониться и прославить Царя Царей. Аминь. Господь говорит: я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу никогда из руки моей. Много горя у нечестивых, но надеющийся на Господа окружает милость Его. Веселись о Господе и ликуй, праведная. Пой своим сердцем и воздавай славу Господу. Аллилуйя. Господь меня искупил, грехи мои Он покрыл, верю я. Забрал сомнения и страх, моя жизнь в надежных руках, верю я. Веришь ты? Аллилуйя. Подниму я знамя, мой Бог смерть победил, мой Спаситель жив, 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 мой Спаситель жив. Господь меня искупил, грехи мои Он покрыл, верю я, верю я. Забрал сомнения и страх, моя жизнь в надежных руках, верю я, верю я. Подниму я знамя, мой Бог смерть победил, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, да, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив. Свободу дал Ты
мне от греха силу Царствия Твоего провозглашаю я, скажи это, свободу дал Ты мне от греха, и силу Царствия Твоего провозглашаю я. Свободу дал Ты мне от греха, и силу Царствия Твоего провозглашаю я. Свободу дал Ты мне от греха, и силу Царствия Твоего провозглашаю я. Твой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, да, мой Спаситель жив, Он жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, да, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, мой Спаситель жив, Он жив. Аллилуйя! Мы славим Тебя, Иисус. Ты живой Господь. Ты Бог, который победил смерть, грех, болезнь, Отец Небесный. И мы благодарны Тебе, что Ты ведешь нас в небеса, что наше имя записано в книге вечной жизни, что мы сегодня, Отец, на этом месте, чтобы воздать Тебе славу, чтобы поклониться Царю Царей. Мы благодарны Тебе, что Ты ведешь, как добрый пастырь, как добрый Отец, за руку каждого. Мы благодарны Тебе, Иисус, что наша судьба, она повернута на 180 градусов, что сегодня мы, Отец, это 5-е Евангелие, Отец Небесный. Я верю в то, что когда Ты будешь свидетельствовать, будет Евангелие от Ольги, Евангелие от Мариуса, от Тебя. Ты будешь благословен Богом, Ты будешь говорить, и Бог будет заботиться о тебе, и никогда не оставит. Он будет вести тебя, и будет покоить под крылами. Он будет покоить тебя, и падут тысячи и десятки тысяч, одесную тебя. А не коснется и не прикоснется никакая болезнь, никакое проклятие, никакая разруха. Будь благословен во имя Иисуса Христа, потому что Бог, Он сказал, несу тебе радостную весть, несу тебе весть о спасении, весть о надежде. Это надежда, которая смотрит в небеса. Это любовь, которая покрывает множество грехов. Сегодня будь силен в своей семье, сегодня будь благословен, так как родитель. Будь благословен в работе, будь благословен, когда ты общаешься с теми людьми, с кем тебе неприятно общаться. Будь и имейте силы, чтобы покрыть множество грехов, чтобы подать эту руку надежды. Благословляй, а не проклинай. Будь носителем любви и Божьего Духа. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Иешуа, пастырь мой, проведи меня домой, проведи сквозь суету в дом небесный Твой. Иешуа, пастырь мой, проведи меня домой, проведи сквозь суету в дом небесный Твой. Двери царства открой, Ты мне открыл путь небеса, Отец. Ты мне открыл путь небеса, Отец.
Ты мне открыл путь небеса, Отец. Ты мне открыл путь небеса, Отец. Иешуа, пастырь мой, проведи Меня домой, проведи сквозь суету в дом небесный Твой. Иешуа, пастырь мой, проведи меня домой, проведи сквозь суету в дом небесный Твой. Двери царства открой. Как хорошо в доме Твоем, Отец, 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 как хорошо, как хорошо в доме Твоем, Отец, как хорошо в доме Твоем, Отец, как хорошо в доме Твоем, Отец, как хорошо в доме Твоем, Отец. Отец, Ты мой Отец, Ты мой Господь, как хорошо с Тобою. Аллилуйя, в Твоем присутствии, Отец. В Твоем, Господь, присутствии. Поклоняемся Тебе. Ты бездна богатства, бездна премудрости, непостижимой судьбы. Тебе за все слава, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Все от Него и им сотворено. 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 Ему за все слава, Ему за все слава, Ему за все слава, вовеки аминь. Ему за все слава, Ему за все слава, Ему за все слава, вовеки аминь. Бездна богатства, премудрости Христа, непостижимы судьбы Господа. Бездна богатства, премудрости Христа, непостижимы судьбы
Господа. Ему за все слава, Ему за все слава, Ему за все слава, во веки аминь. Тебе за все слава, Тебе за все слава, Тебе за все слава, во веки аминь. Слава, 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 во веки. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Слава во веки. Слава во веки. Вся слава Тебе, Иисус. Вся хвала Тебе, Господь. И слава во веки, Иисус, во веки. Господь. Слава Во веки. Вся слава Тебе, Иисус. Слава во веки. Слава. Вся слава Тебе, Господь. Слава во веки. Вся слава Тебе, слава во веки. Слава во веки. Во веки веков. Вся слава Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Иисус, великий и святой Господь. Аллилуйя, надеющийся на Господа. И возвратился. Иисус, вся слава Тебе. Тебе за все слава, Тебе за все слава, Тебе за все слава, во веки аминь. Тебе за все слава, Тебе за все слава. Аллилуйя, Тіра Башандає. Аллилуйя, šlovinam Tave viešpatie, garbinam Tave, lenkiamės prieš Tave. Nes pats brangiausias, ką mes galime turėti, Tu viešpatie, nes Tu save paukoji vietoj mūsų Dieve. Aleliuja, Šylė Barachandai, dėkojam Tau, Jėzau, kad Tu tą visą kelią žemėje praėjai, nesuklupai. O, Rabašandai, nors ir šitonas gundė viešpatie, Tu buvai tvirtas iki pat galo. Dėkojam už tą meilę, kurią Tu mus pamilai. Aleliuja. O, Rabašarahanda, Rabašalegaja, Regištyje. Aleliuja, atverk viešpatie mūsų širdis, mūsų dvasinės akis ir ausis, kad mes priimtume Tavo žodį, tai, ką Tu nori mums pasakyti. Aleliuja, tai prie kiekvieno prisidės šventoji dvasia. Prašom Tave ir dėkojam, kad Tu gyveni mumise ir esi su mumis per amžius. Amen. Aleliuja. Aleliuja. Sveika bažnyčia Dievo numylėtiniai, šventieji, kadangi jūs skirti Dievui, pašvesti Dievui, jūs esate šventi. O šventėjimų ribų taip pat nėra. Aleliuja. Nu, šiandien vertimo nebus. Nežinau, kas čia į grupelę kokį susirinkit. Gal jūs gyvai čia vers? Taip, šiandien kalbėsim apie šventosios dvasios dovanas ir dvasios vaisius. Tai gal, kas turit Bibliją, nors turėtumėt visi turėti, atsiverskim 1 Korintiečiams laišką, 12 skyrių ir nuo 7 iki 10 eilutės.
1 Коринфянам 12. Gal? Tai yra tikra meilė. Буду я переводить. 1 Korintiečiams 12 nuo 7 eilutės. Первое Коринфянам 12 глава, от 7 стиха. Bet kiekvienam suteikiamas dvasios pasireiškimas bendram labui. Vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam tą pačią dvasią pažinimo žodį, kitam tikėjimas tą pačią dvasią, kitam išgydymų dovanos tą pačią dvasią, kitam stebuklų darimas, kitam pranašavimas, kitam dvasių atpažinimas, kitam skirtingos kalbos, kitam kalbų aiškinimas. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дары исцеления, тем же Духом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Nu ir toliau rašoma, bet visą tai darbo viena ir ta pačia dvasia, kuri dalyja kiekvienam skirtingai, kaip jai patinka, atskirai, kaip jai patinka. Это дается одному духу так, как ему угодно. Извиняюсь, что за перевод я не... Nu ir čia pradžioj prieš tai buvo parašyta, kad dvasios pasireiškimas bendram labui. Это, как написано, каждому дается проявление Духа на пользу. Todėl šventosios dvasios dovanos yra skirtos tam, kad ugdytume vienas kitą, ugdytume bažnyčią. Дары Духа Святого дается, чтобы назидать друг друга и назидать церковь. Nu ir šiek tiek čia apžvelgsime dabar kiekvieną iš jų trumpai taip. И мы посмотрим каждый дар отдельно. Išminties žodis. Дар мудрости. Vienas iš pavyzdžių būtų, kai norėjo gundyti viešpatį Jėzų. Один из примеров тогда, когда соблазнял Иисуса. Atnešė jam monetą ir klausė, ar reikia mokėti mokesčius Cėsariui. Принесли ему монету, говорили, надо платить Цесарю или нет. Ir Jėzus klausė, kieno čia atvaizdas ant monetos. Иисус спрашивает, кого это образ на монете. Nu ir Jėzus atsakė, Иисус ответил, jeigu ten Cėsarius, reiškia, atiduokit, kas Cėsarius Cėsariui, если это Цезаря, давайте Цезарю. o kas yra Dievo, atiduokit А Dievui. что Бога, давайте Богу. Ir čia spendė spastus fariziejai, И они хотели сделать ловушку фарисею Иисусу. bet suveikė išminties žodis Но дар слова мудрости действовал у Иисуса. ir jis taip atsakė, И он так сказал. kad yra vis liko sveika ir vilkas sotus. И дар слова мудрости сыграл и говорит, и овечка целая, и волк сытый. Arba kitas atvejis, kaip pagavo moterį palistuvaujant. Или как другой пример, когда словили блудницу женщину. Juk Jėzus kalbėjo apie meilę, Иисус говорил о любви, o Mozė kalbėjo užmiršta akmenimis. а Моисей говорил любить камнями. Nu ir dabar galvoju, kaip pasielgs Jėzus. Но сейчас думаю, как поступит Иисус. Bet čia vėl tas išminties žodis suveikė ir jis pasakė, Но дар мудрости начал действовать, и он сказал, kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas meta akmenį. кто из вас без греха, пускай первый кидает камень в нее. Ir vėl čia gavo fariziejai atsakymą, moteris liko sveika. И фарисеи получили ответ, и женщина осталась целая. Dar vienas pavyzdys yra iš apaštalų darbų, Еще один пример из Деяний апостолов, kai jį vežė pas Cėsarių, как ей привезли к Цесарю, nes jis norėjo šaukėsi Cėsariaus, nes reikėjo jam liudyti. и он хотел увидеть Цесаря, потому что надо было ему свидетельствовать. Ir buvo, artėjo žiemos metas, И приходило и время зимы, nu ir buvo klausimas, ar plaukti toliau, ar peržiemoti tam uoste. и был вопрос, или плыть дальше, или
или перезимовать. Ir Paulius buvo gavęs irgi išminties žodį, kad peržemoti neplaukti, kadangi gali nukentėti ir krovinys, ir žmonės. И Павел получил дар мудрости, что не плыть, а перезимовать, чтобы люди были бы целые. Nu ir jie vis dėlto nepaklausė, išplaukė ir žinome, kad tas laivas sudužo. Но не послушали, выплыли, и этот корабль разбился. Nu čia gal toliau aš nesiplėsiu, aš galiu dar iš savo patirties pasakyti. Я хочу из своего опыта сказать. Prieš keletą metų aš norėjau parduoti tokį, turėjom mažą miškelį. Я через пару лет назад хотел продать такой лес маленький. Daviau skelbimus, Подал apjavlėnį. объявление. Bet kai pradėjo visi važiuoti tą mišką ir kainą siūlyti, Но как все начали цены предлагать, ехать в этот лес, осматривать его. tai man siūlė tik tai trečdalių sumos, kiek yra įkainuota registrų centre. Но мне давали только третью часть денег, которые в регистре за, Nu ką atsimena. да, оцененные. O aš norėjau parduoti dėl to, kad labai buvo sunkus privažiavimas, Я хотел продать из-за того, что подъехать к лесу тяжелое было. buvo molio kalnai ir duobės. Были Глиняные горы, глины горы. и ямы. Ten vėžios būdavo 0,5 metro gylio. И были эти полметра Провожаемые. вежи, рвы были, полметра глубины. Net su džipu ten neįmanoma parvažiuoti, tik su traktorium. И с джипом невозможно проехать только с трактором. Kita priežastis. Другая причина, Aplinkui buvo vienkiemiai. там были только одни дома. Ну, как эти? Vienkiemiai. Atdalenные dama. Отдаленные дома. Nu ir ten visi mėgėjai buvo pjauti tą mišką malkom. Люди шли в лес за дровами. O dar kita bėda buvo. И еще другая проблема была. Vidury miško įsiveisė bebrai. И бобры были внутри леса. Vertė medžius, padarė užtvanką upelio. Они сваливали деревья и сделали эту заставу. Ir gavos tokia didelė bala vos ne hektaro dydžio. И получилось такое большое болото, как 1 гектар. Ir ten visi medžiai pradėjo džiūti. И все деревья начали высыхать. Tai va, norėjau parduoti, turėjau savo planuką įsigyti už tos pinigus gautus. Я хотел продать этот лес и имел свои планы, чтобы за эти деньги купить что-то. Ir tuo metu pas mus namuose nakvojomės, priėmėm pernakvoti iš Kaliningrado srities, Kaliningrado miesto veiklių žmonių bendrijos prezidento pavaduotojas. И в то время тогда у нас как раз ночевал из деловых людей общества президента помощник и дома у нас. Dabar jis jau prezidentas. Сейчас он президент. Ir jis sėdėdamas mašinui sako, nežinau kam sakau, Но он, сидя в машине, говорит, не знаю, кому я это говорю. bet Dievas sako, ne laikas parduoti, laikas pirkti. Но Господь говорит, не время продавать, а время покупать. Nu, aš priėmiau tai kaip Dievo žodį, kaip išminties žodį. Я принял как слово от Бога, как слово мудрости. Nors buvo labai sunku, man labai norėjęs parduoti. Хотя было очень тяжело и очень хотел продать этот Nes su лес. laiku miškas niokojamas. И потому что со временем уничтожался этот лес. Bet aš paklausau Но я послушался, ir po kelių metų tą mišką pardaviau dvigubai brangiau. и через пару лет этот лес продал вдвойне больше, получил денег. Antras būtų pažinimo žodis. И второе было слово знание. Čia yra kaip žinojimas. Это как знание. Ir vėl pradėsime nuo Jėzaus. Начнем с Иисуса. Tai vienas iš pavyzdžių būtų, kaip jis atėjo prie šulinio ir susitiko samarietę. Один из примеров был, как он подошел к колодцу, а там была самарянка. Jis nežinojo, kaip jį gyveno. А Иисус не знал, как она жила. Bet kai atėjo pažinimo žodis, jis pasakė, kiek vyrų turėjo, kad ir dabar nesu savo gyvena. Но когда пришло слово знания, он сказал, сколько имел она женщина, мужчин, и сейчас с кем живет. Dažnai būna, kad ir tarnautojai, pamokslininkai, Часто бывает, что проповедники и служители, pastoriai, пастора, jie kai meldžiasi už kitą žmogų, они как молятся за другого человека, šventoji dvasia tiesiog apreiškia,
ką jis darė, kuriam stovi dabar yra, ko jam reikia. Дух Святой открывает, как он чувствуется, чего ему надо. Gali iki smulkmenų viską Он pasakyti. до мелочей может рассказать. Kadangi šventoji dvasia duoda pažinimo žodį kaip Потому что- dovana tarnavimui. Потому что Дух Святой дает слово, знание, как дар, как дар Духа Святого. Dabar Paslauženie. išgydymai, trečia dovana. Исцеление, третий дар. Mes patys irgi norim, vat, kai sergame, norime išgyti, Когда мы болеем, мы хотим быть исцеленными. meldžiamės, Мы молимся, ieškome eilutes. ищем место из Писания. Tai čia, kai dovana yra, tai jinai veikia kitaip. Этот дар действует немножко по-другому. Pavyzdžiui, gali būti taip, kaip tarnautojas kalba Например, пастор проповедует, говорит, ir jam ateina kažkoks tai pojūtis, ar rankoje, ar kojoje, ar nugaroje. и ему приходит такое чувство в руках, в спине, в ногах. Ir tada yra žinoma, kad būtent Dievas nori gydyti kažkuria tai kūno dalį iš sėdinčių salėje. И тогда он знает, что Бог хочет исцелять ту часть тела человека, который сидит в зале. Išgydymai kartu eina ir su tikėjimo dovana. И исцеление, она как повторяется, Совместное. совместно Идет с даром вместе. веры. Pavyzdžiui, tikėjimas yra dar viena iš dovana. И в дар веры еще есть еще один дар. Tai mes tikime, tai visi tikime. Мы все верим. Bet kai ateina įsitikinimas būtent dėl konkretaus dalyko, Но когда приходит уверенность к конкретному конкретной вещи, pavyzdžiui, kai Petras ėjo į šventyklą ir sutiko lošį, ну вот примерно как Петр шел в храм и увидел этого хромого. ir pasakė, aukso sidabro neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Он сказал, серебра и золота не имею, но что имею, то даю. Stokis, kelkis ir eik. Вставай и иди. Čia jisai gavo tikėjimą, pamatė žmogų, kad šis žmogus pagys. Он получил веру, что этот человек исцелится. Ir kartu čia veikia ir išgydymo dovana. Поэтому это и действует рядом совместный дар исцеления с этим даром веры. Toliau eina stebuklų darimas. И чудотворение, следующий дар. Vienas iš pirmųjų stebuklų, ką Jėzus padarė, Первый из чудес, который сделал Иисус, это был этот дар. kai per vestuvės vandenį pavertė vynu. Когда на свадьбе Иисус воду превратил в вино. Man atrodo, dar galima priskirti prie stebuklų darimo, tai kaip Petro šešėlis gydė žmonės. Это можно как-то подсоединить как к дару чудотворения, потому что и когда Петр ходил, от тени исцелялись люди. Tai kaip čia matome, irgi suveikė ir stebuklų darimas, ir išgydymo dovana. Мы здесь видим, что здесь сработал и чудотворение, и дар исцеления, они совместно. Imdavo skepetas nuosinės, melsdavosi, dėdavo ant ligonių irgi ligoniai pasveikdavo. Они брали платки, ложили на больных, и они исцелялись. Stebuklas taip pat buvo, kai buvo prikeltas Lozorius iš numirusių. Чудо было, как Лазарь воскрес из мертвых, был воскресший, воскресили его из мертвых. Čia vėl suveikė keletą dovanų iš karto. Там работало пару даров Духа Святого. Stebuklų darimas, Дар чудотворения, tikėjimas. вера. Nes Jėzus sakė, specialiai jūs užtempė tą laiką, kad būtų, žodžiu, parodyti stebuklą. Иисус специально затянул время, чтобы показать это чудо. Ir kai numiręs jau pradėjo įsidvokti Lozorius, И когда смердить начал Лазарь, уже net nečio Lazarį, nebuvo ten jokios gyvybės. там не было никакой жизни. Ir įsivaizduokit, koks čia išgydymo stebuklas vyko. И представьте, какое чудо произошло. Kai reikėjo statyti suirusias smegenis, suirusias ląsteles, visas funkcijas. Как надо восстанавливать и разрушенные мозги, тело функции все восстанавливать, возживать. Taip pat stebuklų darimas čia pasireiškia, kai buvo Paulius ir Sila kalėjime uždaryti. Дар чудотворения проявлялось, когда Павел и Сила был в тюрьме. Jiems reikėjo tik šlovinti viešpatį. Ему надо было только прославлять Бога. Mediniai pančiai nukrito, И эти цепи сами упали, sudrebėjo kalėjimas, и пошаталась тюрьма, atsidarė kalėjimų vartai visi. открылись тюремные двери все. Taip pat vienas iš stebuklų pavyzdžių būtų su Pilypu.
Один еще пример с Филиппом, дар чудотворения. Kai viešpas pasakė, eik į tuščią kelią, kur pravažiuos išdininkas iš Etiopijos. Когда Филиппу сказал Господь, иди в улицу, которая называется Прямая, там будет проезжать этот... Казначей. Как? Казначей. Ir stebuklas įvyko tame, kai pakrikštijo tą prokonsulą vadinamą. И чудо произошло в том, что крестили проконсула там тогда. Ir Pilypas dingo iš akių. И Филипп пропал вообще с глаз. Ir atsirado visai kitoj žemės teritorijoje vietoje. И он очутился вообще в другом месте. Ir įvyko teleportacija. И произошла телепортация. Kūno perkelimas iš vienos vietos į kitą. Перенеслось тело с одного места в другое. Dar vienas iš stebuklų buvo visai šalia mūsų. Это еще одно чудо возле рядом нас было. Kai veiklių žmonių bendrijos vyrai atvažiavo pas vieną šeimą į svečius. Когда деловые люди, общество деловых людей, этот один член приехал к нам домой. Из этого члена. Ne k nam, к другому человеку. К другому человеку, извиняюсь. Ir ten norėjo pašildyti, išvirti maistą, pavaišinti. И там хотели угостить едой. Bet balionė buvo baigusios dujos. Но в баллоне не было газа. Vyrai pasimeldė Мужчины помолились, ir to baliono prisipildė dujų. и этот баллон наполнился газом. Ir tiesiog jo nekeitė, jau užteko keletui metų. И этого баллона хватило на пару лет даже. Toliau, šešta dovana, pranašavimas. И шестой дар – это дар пророчества. Čia būtų iš pavyzdžių, kai Paulius atėjo į vieno pranašo namus. Į pranašo namus. И один из примеров был, как Павел пришел к одному пророку домой. Ir kai jis surišo Pauliaus juostą jį patį, И kai Paulius surišo su jo juosta, как Павла связали с его ремнем. nu ir pasakė, kad šitaip Jeruzalėje žydai tave suriš И сказали, что евреи свяжут тебя в Иерусалиме ir atiduosi pagonių rankas. и отдаст в руки язычников. Nors Paulius tai ir žinojo, bet pranašystė buvo kaip patvirtinimas. Но хотя бы Павел это знал, но пророчество это было как утверждение. Ir jis to nebijojo ir vis tiek jis važiavo į Jeruzalę. Он все равно ехал в Иерусалим, Ir taip ir įvyko. и так произошло. Mes pranašauti galime kiekvienas iš mūsų. Каждый из нас может пророчествовать. Todėl ir Paulius ir sako, kad Поэтому Павел и говорит, stenkitės kuo daugiau pranašauti. и старайтесь пророчествовать. Taip, toliau būtų septinta, dvasių atpažinimas. И седьмой дар Духа Святого, и это развлечение духов. Dažnai būna, kai papuolame į sunkią situaciją. Часто бывает, как мы попадаем в тяжелую ситуацию, Ir mums labai svarbu atskirti, и нам очень важно распознать, kas mums kalba. кто нам говорит. Dievas, Господь, Бог, mūsų pačių mintis наши мысли ar demonai. или демоны, или дьявол. Ja. Todėl mums svarbu tai atpažinti. Поэтому очень важно распознать нам это. Ir čia apaštalų darbuose, И в Деяниях написано, kai Paulius pamokslavo Evangeliją, как Павел проповедовал Евангелие, buvo tokia moteris, была такая женщина, kuri turėjo spėjimo dvasią. которая имела дар развлечения духов. Jis eidavo iš paskos Она ходила сзади ir reklamuodavo. и рекламировала. Tai yra tikrai Dievo sūnus, Это Божьи дети, Dievo pateptieji, Божьи помазанники. skelbia gerą Evangeliją. Они проповедуют благую весть. Atrodo, kad viską gerai teisingai sako. Кажется, правильные вещи она говорит. Bet Paulius atsisuko ir išvarė iš jos demoną. Но Павел отвернулся и изгнал из нее беса. Jis atpažino, kad tai nebuvo iš Dievo Он dvasios. распознал, что это было не от Бога, это дух. Dar vienas pavyzdys, kai Jėzus klausdavo savo mokinių, ko jūs mane laikote, kas aš esu. Еще один пример, когда Иисус спрашивал своих учеников, кем они меня называют и кем в глазах их считают они его, Иисус. Nu ir čia Petras iškart sakė, taip, tu esi gyvojo Dievo sūnus. Петр сказал, ты сын живого Бога.
Nu, Jėzus iškart suprato, kad tai tėvas, dangiškasis tėvas apreiškė Petrui. Иисус сразу понял, что Отец Небесный открыл Петру. Bet po to Jėzus sakė, kad aš turėsiu būti atiduotas ir iškeltas, pagodė rankas ir iškeltas ant kryžiaus. Потом Иисус говорит, я Адам буду в руки и буду распят на кресте. Ir čia pat po to, kai tėvas iš dangaus kalbėjo Petrui, И когда Отец говорил Петру с неба, dabar jis sako, o ne viešpatie, tegul taip neatsitinka. и он сразу говорит, нет, пускай с тобой так не произойдет. Jėzus atsisukęs ir sako, šalin čia to nuo manęs. Иисус, отвернувший, говорит, и уйди, дьявол, от меня. Iškart pažino, kad tai kalba per Petrą jau šitonas. Он распознал, что сейчас через Петра говорит дьявол. Иисус распознал. Taip, ir paskui paskutinė yra 8 ir 9, tai skaitysim čia skirtingos kalbos ir kalbų aiškinimas. И 8 и 9 это дар и моления на языках и растолкование языков. Эти два дара. Ir šitam skyriui, pažiūrėjau, aš neskaitysiu, 28-29 eilutės rašo, ar visi gali būti apaštala, tai yra, ar visi gali turėti išgydymo dovanas, ar visi gali pranašauti, ar visi gali kalbėti kitom kalbom. 28 и 29 стих написано, или все может исцелять, пророчествовать и говорить на иных языках. Mes žinome, kai mus pakrikštė šventoje dvasioje, Мы знаем, как мы крестит нас Святым Духом, mes pradedam kalbėti kitom kalbom. мы начинаем говорить иными языками. Bet tai yra tokių žmonių, kurie sako, oi, nebūtinai visi turi kalbėti. Но есть люди, которые говорят, не все должны говорить на иных языках. Nes parašyta, ar visi kalba kalbomis. Потому что написано, или все говорят на иных языках. Mes čia dabar kalbame apie bažnyčios ugdymą. Мы сейчас говорим о назидании церкви. Todėl čia yra dovana skirta bažnyčiai, o ne asmeniškai žmogui. Поэтому это дар дан для церкви, но не лично человеку. Aš čia dar iš Danieliaus 5 skyrius gal paskaitysiu jums. Книга Даниил, 5 глава, Nuo 24 eilutės. с 24 стиха. Čia kaip aš suprantu, pirmą kartą istorijoje, žmonių istorijoje, Я как вижу первый раз за всю историю, kai yra duota kalbų, kitų kalbų dovana. как дается дар моления на других языках. Ir kai skaitysim, atkreipkite dėmesį į tai, И когда будем читать, обратите внимание на это, kad buvo užrašas, что была надпись, jis labai trumpas buvo, он очень короткий был, o jo aiškinimas gana а didelis, ilgas. растолкование очень длинное. Todėl jis siuntė ranką ir šitas raštas buvo užrašytas. Štai kas parašyta. Žodžiu, čia buvo tokia situacija, kai vienas iš karaliaus sūnų panaudojo visus šventyklai skirtus indus, įrankius. И была ситуация, как один царя сын использовал все инструменты для храма, использовал все, которые принадлежали храму, Kurie buvo išplėšti iš šventyklos. которые были взяты из храма. Ir paprasčiausiai jisai lėbaudavo ir vaišindavo visus eilinius žmonės iš tų indų. Из этих всех посуды он угощал всех людей. Todėl ir atsirado stebuklinga ranka, kuri užrašė ant sienos žodžius. Поэтому появилась рука, которая написала на стене слова. Nu ir skaitom, štai kas parašyta, mene, tekel uparsin. Tokia jų reikšmė. Čia tada pakviet. Там написано было, слова написанные, не вижу. Написаны слова эти были, и они обозначали. Ir tada pakvietė Danielių, kad jis išaiškintų tai. И позвали тогда Даниила, чтобы он растолковал бы эти слова, которые появились на стене. Ir jis sako, tokia jų reikšmė. Mene, Dievas suskaičiavo tavo karalystės dienas ir jas užbaigė. Tekel, esi pasvertas svarstyklėmis ir rastas per lengvas. Peres, tavo karalystė padalinta ir atiduota medams ir persams.
Мне, говорит, ты был возвешен и был Оказался- оказался за легким. Что Текель, обозначало? Что там обозначало? Перес обозначает, что его царство будет разделено медом и персом. Аминь. Tai yra va, vienas iš pavyzdžių, kai yra duotas kitos kalbos ir aiškinimas. Один из примеров, как дается иные языки, и мы растолковываются они. Kalbos ir kalbų dovanos labiausiai buvo pasireiškusios sekmininkų bažnyčiose. И эти дар на иных, моления на иных языках проявлялся очень часто и у пятидесятников в церкви. Kodėl tenai? Todėl, kad jie labai daug meldžiasi. Почему там? Потому что они очень много молятся. Ir būna taip, kad išeina žmogus Бывает так, что выходит человек prieš bažnyčią и перед церковью ir pradeda kalbėti kalbomis. и начинает молиться на иных языках. Tada stojasi kitas Тогда šalia остается другой ir рядом tas aiškina ir verčia į suprantamą kalbą. и растолковывает на ясный язык. Ir tai dažniausiai būna И это kaip очень часто. žinia bažnyčiai. И очень часто это бывает как посыл для церкви, как слово. Tai yra skirta bažnyčios ūkdymui. Это дается для того, чтобы назидать церковь. O dabar tiems, kurie savo, kad va, aš krikštas šventąją dvasia, bet kalbom nekalbu, Но теперь тем, кто говорят, я крещенный Духом Святым, но не молюсь на иных языках, galiu duoti va įrodymus, keletą eilučių. я хочу дать доказательства, пару мест из Писания. Ten visų eilučių neskaitysim, Все строки не будем читать, bet aš imu tik ištraukas. буду только частично читать. Pavyzdžiui, Apaštalų darbai 2:4, И Деяния 2:4 2:4. parašyta, visi pradėjo kalbėti kitomis kalbomis. Все начали молиться на иных языках. Čia, kai nužengė šventoji dvasia, parašyta, visi. Когда сошел Дух Святой, там написано «все» начали говорить на других языках. 1 Korintiečiam 14:2, 1 Коринфянам 14:2. ne žmonėms, bet Dievui kalba paslaptis. Говорим тайны не людям, но Богу. Tai yra čia mūsų kozeris, Это наш козырь. kadangi paslaptis kalbam Dievui, velnis to nesupranta. Поэтому, что мы тайное говорим Богу, дьявол это не понимает. Todėl mes neturime net kliučių tai maldai. Поэтому мы не должны перестать молиться. 1 Korintiečiam 14:4 1 Коринфянам 14:4. parašyta, kad kalbos, tai reiškia, save ugdo, kas kalba. Там написано, кто молится на языках, тот назидает сам себя. Ten pat 14 eilutėje. 14 стих. Meldžiasi mano dvasia. Молится мой дух. Toliau 22 eilutė tam pačiam laiške ir И skyriuje. в этом послании 22 стихе написано. Kalbos yra ženklas netikintiems, bet netikintiems. И молитва на иных языках это знак не для верующих, а для неверующих. Не для верующих, а не для верующих. Дар молитва на иных языках, извиняюсь, поправлюсь. Это дар неверующим людям. Знак неверующим людям. Znak. Per sekminės, kai nužengė šventoji dvasia, visi mokiniai prabilo kitom kalbom. Как сошел Дух Святой во время Пятидесятницы, все начали молиться на иных языках. Ir jie kalbėjo kitų tautų kalbomis. Они говорили языком других народов. Ir tos tautos galėjo suprasti Evangeliją savo kalbą. И те народы могли понять Евангелие на своем языке. Ir dar toliau, dar Romiečiam 8:26. Римлянам 8:26. Ir pati dvasia užtarė mus, tai išsakomom dejonėm. И сам Дух ходатайствует за нас. Tai va, kai mes nežinome, ką melst, ko prašyti, mums padeda šventoji dvasia. Когда мы не знаем, что молиться, за что молиться, нам помогает Дух Святой. Tai va toks ir būtų skirtumas, kai
Kalbos yra bažnyčia ir kalbos yra asmeniškai duodamos. Вот это и есть разница, когда молитва для церкви и молитва личной, когда ты молишься лично. Ir kaip raštas sako, šventosios dvasios dovanos, И когда и Писание говорит, что дар Духа Святого, pašaukimas žmogaus призвание человека, yra neatšaukiami. это неотъемлемое. Tai duodama visam Это gyvenimui. дается на всю жизнь. Yra daug tokių pavyzdžių, Есть очень много примеров. kaip galingi Dievo vyrai, tarnautojai Как Божьи мужи, служители, paslysta į nuodėmę, nukrenta. они падают в грех, Bet kai jie melžiasi, vyksta išgydymai, vyksta stebuklai ir toliau. но когда они молятся, происходят чудеса и исцеления дальше. Ir žmonės, kai jie supranta, žiūrėkit, kaip jis pasielgia, jis toks anoks, o žiūrėk, o Dievas vis tiek veikia, kaip čia gali būti. И люди начинают говорить, посмотрите, как он мог себе так поступить, но Бог все равно через него действует. Viskas todėl, kad tos dovanos yra neatšaukiamos. И все потому, что эти дары не забирает Господь. Nes Dievas tiki kiekvienumi žmogumi, kad jis atsikels. Бог верит каждому человеку, что он может встать. Taip ir dabar čia buvo šventosios dvasios dovanos, kaip Paulius rašo, karštai trokškite dovanų. Это было дары Духа Святого. И Павел говорит, достигайте даров Духа Святого. O dabar kalbėsime apie dvasios vaisius. А теперь будем говорить о плодах Духа Святого. Čia galit neversiu, aš paskaitysiu paprasčiausiai iš Jono 15, Evangelijos pagal Joną 15, tas skyrius 8 eilutė. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, Тем будет прославленный мой Господь. kad duosite gausių vaisių Если дадите много плода ir būsite mano mokiniais. и будете моими учениками. Kad turėt dvasios vaisių, Чтобы иметь плоды Духа, čia kaip rašoma, turime pirmiausia būti Jėzaus mokiniais. здесь написано, что мы должны, во-первых, стать учениками Иисуса. Ir apie tos vaisius yra rašoma Galatam 5 skyriui 22 eilutėje. Про плоды Духа Святого написано Галатам 5 глава, 22 стих. Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Галатам 5:22 здесь написано плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Аминь. Dvasios vaisiai, čia galima sakyti kitais žodžiais, tai yra mūsų širdis. И плоды Духа Святого, с другими словами, можно сказать, это состояние нашего сердца, наше сердце. Jeigu mes būsime keičiami į viešpaties Jėzaus atvaizdą, Если мы будем похожи на Иисуса Христа, tai mes matome, kad visas šitas savybės jau Jėzus turi. мы тогда видим, что эти качества имеет Иисус. Ir mes, kadangi turime į jį lygiuotis, Поэтому из-за того, что мы должны подражать Иисусу, turime siekti šitų dvasios vaisių. мы должны достигать даров и плодов Духа. Dabar įsivaizduokit, užsidarau kambarį, skaitau Bibliją, daug meldžiuosi, Представьте, я закрылся в комнате, много молюсь, читаю Библию, sėdžiu taip mėnesį, 2, сижу там месяц, два. šventoji dvasia aplanko mane, džiaugsmas ima. Дух Святой наполняет меня, и радость приходит. Aš jaučiuosi toks šventas, tiek daug dvasios vaisių pas mane. Я чувствую, такой святой у меня плоды Духа есть. Bet po to staigi iš tos šventinybės savo išeini į gatvę. И из этой святой выходишь на улицу, Čia tave aptaško mašina, тебе машина обрызгала, čia kas pečių užkliūva už тебя tavęs кто-нибудь своим плечом зацепил, ir dar nusikeikia riebiai. еще на тебя матом говорят, Ėjai koja dykstelėjai, pradėjo skaudėti. или нога твоя, ну и наступили, или там, подвернул ногу.
Nu į начинает pas болеть. savo artimus giminės, Приходишь к своим близким, ten tave sektantų, fanatikų išvadina, они тебя называют фанатом, сектантом, kvailių. глупым человеком. Jie sako, ką radom, tą turim palikti. И ты должен, они говорят, что надо ставить, Что нашли, то и ставим, что говорят. Nu ką, o tu tik buvai šventas, pripildęs šventos dvasios. Ir kokia tavo reakcija į visą tai? Но ты только что был святой, наполненный Духом Святым. Но какая реакция у тебя потом? Ir tada pamatai savyje, И тогда потом видишь в себе, kad ir trūksta ir to susivaldymo, ir kantrybės. и ты понимаешь, что тебе не хватает терпения. O meilė kur? А где любовь? O čia vienas iš pirmųjų dvasios vaisių yra No. parašyta meilė. Но здесь написано, первый из плодов Духа – это любовь. Čia yra meilė ne ta sielinė, emocinė. И это любовь не душевная и эмоциональная. Čia meilė atėjo, čia išėjo. Любовь пришла, ушла. Čia taip pamilau tą brolį, Jie tokią tak- simpatiją jaučiu jam. Я так полюбил этого брата, так симпатию чувствую ему. Čia manęs leptelėjo, Он что-то сказал мне, aš čia staigiai įsižeidžiu, я сразу обиделся. su tavim daugiau nedraugauju. Я с тобой больше не буду дружить. Tai va, mums svarbiausia yra, kokia mūsų reakcija į tą situaciją. Очень важно, какая у тебя реакция на эту ситуацию. Как ты реагируешь на эту ситуацию? Kadangi esame mokiniai, mes mokomės. И из-за того, что мы ученики, мы учимся. Mes skaitom, klausom pamokslus, Мы читаем Библию, слушаем проповеди. bet kaip mokyklose ir aukštesnėse mokyklose Как в высших в школах. Ну, И- в школах. yra laboratoriniai darbai tokie. Есть дела, лабораторные Работы. дела. Как? Laboratoriniai работы. Ну, лабораторные работы. Todėl mes turime viską tai įsigyti praktiniu būdu, pratybomis. Мы это должны получить как это, практическими работами, вещами. Daug yra žmonių, kurie melžiasi ir prašo net kitų pasimelsti. Dieve, duok man kantrybės. Есть очень много людей, которые молятся, Господь, дай мне терпение, или Duok man nuolankumo. дай мне покорности. Dievas labai greit atsako. И Господь сразу отвечает. Jis duoda situaciją. Он дает ситуацию, Kai tave užpuola nekaltai aprėkė, когда тебе нападает невинно и на тебя кричит кто-то, tu atgal ты atskirti, ему назад говоришь, pralaimėjai. ну ты проиграл тогда. Bet tada ateina antrą kartą vėl ta pati situacija. Но приходит второй раз такая же самая ситуация. Vėl nepagalvoja, vėl atkirtai atgal, durniumi atgal išvadinai. Опять не подумал, сказал назад, наговорил там этому человеку. Ateina trečia karta situacija, Приходит третья ситуация, vėl tas pats. опять то же самое. Ir tai tęsis tol, И так происходит столько, kol tu išlaikysi tą egzaminą. пока ты сдашь свой этот экзамен, Kai tu neatsikirsi, когда ты не будешь назад говорить, o paprasčiausiai nusišypsosi, nuleisi juokais, а просто улыбнешься и пустишь как шуткой все. palaiminsi jį, Благословишь его, kažką gero jam padarysi. хорошо сделаешь ему. Tai per tokias situacijas mes keičiamės. И через такие ситуации мы меняемся. Kodėl sako, kad mes patys negalim pasikeisti? be Поэтому и Dievo? говорится, что мы сами не можем измениться. Mes juk patys neieškosim savo problemų. Мы сами себе не будем искать проблем. Bet Dievas mus atveda į tas problemas, kad mes per tai pereitume. Но Бог допускает эти проблемы в нашу жизнь, чтобы мы могли бы через них пройти. Mus apšlifuoja. Нас обтачивает. Atsimenu, ir pas mane buvo bendradarbis toks. У меня был в работе друг. Nu, ir dabar yra toks. Ну, есть и сейчас он. Dažnai jis manęs rėkdavo, keikdavo visai nekaltai. Он кричал на меня, там, ругался на меня невинно. Nu, pažiūrėk, kai tikinti žmogus, jisai žiūri, kas dabar yra, žiūri keli žingsnius į priekį. И верующий человек смотрит, что будет сейчас или пару шагов вперед. Bet tas mano kolega matydavo tik tai tas, kas po kojom. Но этот в работе видел только вот что сейчас есть. Ir nematydavo, ką aš buvau numatęs toliau. Ir nematydavo tai, ką aš buvau numatęs toliau daryti. И не видел то, что Nu, iš logiškų sumetimų turi tam tikrą darbą atlikti
Ir tu žinai, kas po ko turėtų sekti. Ты должен, и ты знаешь, что надо сделать какую-то работу и что будет дальше происходить. Ir jis keikdavas rusiškai, žodžiu, kas penktas žodis buvo suprantamas. И он ругался матом, и каждое пятое слово только я понимал. Nu, aš galvojau, su tu vieną kartą kentėjau, antrą kartą kentėjau, nieko nesakiau. Я терпел, ничего не говорил, потом терпел, ничего Nu, не paskui говорил. galvoju, jeigu jis kartuoja, gal tą pačią kalbą jam atsakyti. И потом думаю, если он повторяет, может так же самое ему ответить. Nu, tada ir aš, kai pradėjau rėkti ant jo. И я начал Вот кричать ты на него. сосимущим. Чуть не подрались. Nu, paskui padavė vis kitam ranką, viskas tvarkoja. Потом пожали друг другу руку, и все нормально было. Nu, po kelių mėnesių vėl panašu. И через пару месяцев Vėl jis rėkė ant manęs. опять он кричит на меня. Aš žinau, kad neturiu rėkti. Я знаю, что я не должен Bet jis кричать. tiek sūdė, kol pasiekė mane. Но он говорил, солил, что Пока посолил. dostanų. Ir vėl aš ant jo aprikiau. И я опять накричал на него. Nu, tai Dievas mane vis mokė perėti per tą situaciją. Но Бог учил меня пройти эти все обстоятельства. Trečią kartą vėl. Už Tretį mėnesių raz. dviejų. Через пару месяцев, третий раз. Vėl jis опять. rėkė, keikėsi. Он опять кричит, ругается на меня. Na, aš jau sakau, nu, Jėzus vardu užsičiau šitonį. Я потом говорю, во имя Иисуса закройся, дьявол. Iškart užsičiaupė, akis iššoko, pink, tokius. Sразу заткнул, замолчал, и глаза Žiūri выскочили. mane ir sako, tai ką, labai tikintis? Смотрит на меня и говорит, что очень верующий ты. Aš sakau, aišku tikintis, matai kokia reakcija. И говорю, я, конечно, верующий. Вот такая была реакция. Nu tai, va, atsimenu, vienas pamokslininkas sakydavo, Я помню, один проповедник говорил, anksčiau aš reaguodavau viską taip, kad sinusoidė pas mane buvo. Tai viršuje esu toje pačioj, tai viršuje toje pačioj. я раньше реагировал на все так, что у меня как вверх-вниз, Как вверх-вниз. вот такое синусоида. состояние. O šiuo metu sako, pas mane jau daug maž tokia linija per vidurį. Он говорит, сейчас у меня такая линия посередине, прямая. Aš pastebėjau, kad ir su manimi kažkas panašaus darosi. Taip. Я заметил, что со мной у меня похоже происходит. Daug teko tų nelaimių patirti. И всяких неудач мне надо было пережить. Plaukų neraunu jau savo. Не вырываю себе волос, конечно. Kai būna labai gerai, Когда очень хорошо мне, nešokinėjau tiek, kad pramuščiau stogą. я так не прыгаю, чтобы пробить потолок. Kai labai gerai, kai labai blogai. Когда очень хорошо или очень плохо, Tu išlaikai savo vidinį lygį maždaug tiesiai vienam lygyje. ты стараешься держать это свое состояние, как прямая эта линия. Tai Dievui tai yra svarbu, kad mes per daug nepergyventume, nešokinėtume, pasitikėtume juo. Очень Богу важно, чтобы мы очень сильно не переживали, доверяли бы Ему. Jeigu žinot, yra tokia daina pasaulyje. Есть такая песня в миру. Me happy. Nei per daug šokinėja, nei džiaugiasi per daug. Jis ramiai, aš laimingas. Tai va, Yra tokia daina. Nusiramink, ой, есть такая песня, чтобы ты успокоился и говорил, я счастливый. nu, Как переводится? Там что-то не переживай, все будет хорошо. В этой песне эти слова обозначают. tai dabar koks yra skirtumas tarp dvasios dovanų ir dvasios vaisių? Так какая разница между дарами Духа Святого и плодами Духа Святого? Labai geras pavyzdys, Очень хороший пример. kadangi, kaip jau minėjau, rašte parašyta, kad mokiniai В Библии написано, что ученики, augina dvasios vaisių, они, они Взращивают. взращивают плоды Духа. tai taip kaip mokinių nuperki kuprinę, Ну, это так же самое, что покупаешь рюкзак, nuperki knygas, sąsvinius, покупаешь книги, тетрадки, nuperki pažymių knygutę. ну, книжку для этих оценок покупаешь. Nu, šiuo metu jau daugiau tos elektroninės eina, bet Сейчас knygutė irgi taip pat yra. Ну,
Электронные книжки сейчас Да-да-да. оценок, но есть тоже как тетрадка, где оценки пишутся все. Ir paleidi savo kaip sūnų, kaip dukterį į mokyklą nuo rugsėjo iki vasaros mokosi. И своего сына или дочь пускаю в школу, чтобы он пошел бы учиться. Baigėsi mokslo metai. Заканчивается школа учебы, Nu ir tėvai klausia, nu vaikė, ką išmokai, Nu, ir tėvas kokie tavo prašo. vaisiai. и тебя спрашивают, ну что ты научился, какие у тебя плоды? Nu, tas mokinys sako, va išlaikiau kuprinę, va išlaikiau knygas, va sasvinė yra. Вот, и ученик говорит, вот у меня рюкзак, вот книги я имею, и вот как раз тетрадки есть. Bet tu sakai, taigi čia tau dovanas, aš tu pirkau kuprinę, knygas, sąsnius, rašiklius. Но ты же говоришь, я же это дары, я тебе купил, рюкзак, книги, тетрадки. O ką tu padarėjai? А что ты сделал? Parodyk pažymių knygutę, kokie pažymiai ten. Покажи книжку оценок, какие у тебя там оценки. Ir mes pagal tos pažymius žinome, ką vaikas išmoko. И мы по этим оценкам видим, что что получил и научился этот ребенок. Tai va ir mes taip gauname visko, ko mums reikia šiame gyvenime. Поэтому так и мы получаем все, что нам надо. O paskui Dievas prašo iš mūsų ataskaitos. Но потом Господь просит от нас отчета. Kas parašyta yra toj pažymių knygutėje. И что написано в этой книжке оценок. Tai va, aš tiek ir norėjau pasakyti tokį sulyginimą. Я такой хотел сказать пример. Ir dar И еще. vieną iš, kaip minėjau, šventosios dvasios dovanų pranašystės. И еще один дар пророчества. Aš turiu žodį tiems, kurie žiūri mus. Я имею слово На тем, мосе? которые смотрят нас дома, эту проповедь. Tie, kurie mėto nešvankės replikas Которая бросает нехорошие слова в сторону, mūsų atžvilgių. нашу сторону. Nu, tai mėšlas yra, bet aš priimu tai kaip trašą. Как удобрение. Это навоз. Навоз, но я принимаю как Это как удобрение. одобрение. Jeigu augalą gerai patrešus, Если растение хорошо навозом положить, jis geriau auga. он лучше растет. Todėl, kuo daugiau trešia, tuo mes geriau gyvosime. Чем больше ты будешь делать так, тем лучше мы будем расти. O dabar pranašystė jums. А теперь пророчество. Jūs вам. nebejingi mūsų šiam laidom. Вы молодцы, что смотрите наши программы и проповеди. Jūs tai liečia, Вас касается, kyla klausimų, у вас появляются вопросы. kartais labai kvailų. И самое часто очень странные вопросы, глупые. Bet žodis toks, Но слово такое, kad jūs greitai busite čia. что вы скоро будете здесь. Nes jūs mums nebejingi. Потому что вы нам нужны, вы не безразличны нам. Todėl mes jūsų laukiame. Поэтому мы вас ждем. Amen. Аминь. Аллилуйя. Nu, kaip aš žiūriu salę, ar yra žmonių, kurie nesate pakvietę Jėzus Kristus į savo gyvenimą? Или в зале есть люди, которые еще не молились молитвой покаяния. Nu, kaip ir iš pradžių minėjau, visi šventi, visi skirti Dievui. Как я и говорил, наверное, тут святые, все отделенные для Бога. Ir dabar norėčiau pakviesti dalį. И хотел бы сейчас позвать Žodį. Далю, чтобы она сказала слово. Labą dieną, brangieji. Aš norėčiau pasidalinti tokią atkarpą iš knygos Laimingiausi žemėje žmonės. VŽB yra sukurta vyrams, kad grąžinti juos į bažnyčią. Įsteigėjas VŽB yra Šacharijanas, armenas. Ir čia gabaliukas iš senelio, iš Šacharijano senelio gyvenimo. Jie gyveno kaime netoli Ararato kalno. Ir į tą kaimą atvažiuoja rusai maldininkai, daug žmonių. Kada sužino, kad juda vežimai į jų kaimą, armenai visada pasiruošia puotą, padaro valgyti. Berenkant gyvulį daryti maistą, Šakarijano senelis paima patį riebiausią, patį didžiausią veršį, tačiau pamato, kad šis veršis turi vieną aklą akį. Jis yra sukliauda.
kurio pagal taisyklės negalima pateikti nei Dievui, nei svečiui. Tokia yra taisyklė. Negalim aukoti su kliauda. Ir aš truputį paskaitysiu jums, kada senelis pradėjo drebėti, kai senelis pradeda drebėti ne tada, kai iškepa tą veršį. Jis dar galvoja, kad viskas bus gerai, niekas čia nesupras. Tačiau maldininkų patriarchas sustabdo maldą, kada jie pradeda laiminti maistą. Ir jis pradeda drebėti, nes jis jau pradeda suprasti, kad nuo maldininko nepasislėpsi. Maldininkas mato kažką daugiau negu fizinės akis. Kaip pranašas tai sužinojo, jam iškyla klausimas, kaip jisai sužinojo, kaip jisai dabar pamatė, kaip suprasti. Aišku, jisai maldininkas suranda užkastą tą galvą, pats atneša ir pateikia jam ir paprašo, kad jisai atgailautų. Sustabdęs maldą, sustabdęs puotą. Kai jis atgailavo, jam Dievas aišku atleido, jis gavo didžiulę pamoką, į šį kaimą ateina prabudimas. Jūs įsivaizduokit, brangieji, ką mato Dievas. Jis viską mato. Jeigu žmogus matė, tik tai tas, kuris meldžiasi, įsivaizduojat? Tik tas, kuris meldžiasi už jūs. Ir tas mato viską. Šlovė Dievui. Aš norėčiau pasakyti dabar, kad nesvarbu, kiek jūs įmesite į krepšį, svarbiausia jūsų širdis. Svarbiausia jūsų širdis. Galvojate, Dievui reikia jūsų 5 eurų? Jam reikia jūsų švarios širdies, be kliaudos. Kad auka būtų be kliaudos. Ir dar norėčiau tiesiog pastiprinti tos žmonės, kurie galvoja, aš labai mažai turiu. Ir jūs norite aukoti. Jūs norite aukoti, bet mažai turiu. Žinokit, upė prasideda nuo upeliukų. Upeliukai mažiukai tie, po 5 euriukus suteka. Ir galų gale šitas jūsų 5 eurai pasieks deltą, kur yra derlingiausia žemė, kur ateis vaisiai ir atlygis. Būkit drąsus, būkit švarus Jėzaus Kristaus vardu. Surinkim paaukojimus. Mes renkam 2 krepšius, manau visi čia žinom. Vienas krepšys yra automobiliui įsigyti, kitas krepšys aukos bažnyčiai. Kad mes čia galėtumėm rinktis, kad mes galėtumėm skaityti, kad galėtumėm susitikti, brangieji, kad mes galėtumėm bendrauti. Tai yra pats svarbiausias dalykas, manau. Jeigu žmogus matė, tai ką Dievas mato? Aš buvau pasiruošus visai kitą žodį, bet ryte kažkodėl tai Dievas priminė ir pačią net supurtė. Aš pati buvau supurtyta ryte, kai ruošiausi žodžiai. Kaip mums Dievas mato? Aleliuja. O čia bėragas sana Mesija, lata bėragesiai. Mes laiminam kiekvieną žmogų. Pranašaujame prasiveržimą tam žmogui finansuose Jėzaus Kristaus vardu, nes Dievas matė širdį. Dievas mato, kaip mes stengiamės praplėsti bažnyčios veiklą. Bažnyčia yra Dievo kūnas. Labai Dievas su akcentas žiūri į bažnyčią. Jam yra svarbi bažnyčia. Bažnyčia jam yra brangi kaip nuotaka. Aleliuja, Zabė, Uarabarabasei. O čia nabėra kasada. Aleliuja, ir meldžiame už šios poreikius Jėzaus Kristaus vardu. Tiesiog sudraudžiam tamsai tų žmonių gyvenime. Sudraudžiam Jėzaus Kristaus vardu. Te ateis šviesa, te praregės akis, į ką jie pašaukti. O čia nabėra kasabė, laus Mesija, o čia nabėra gesei. Ir skelbiam Jėzaus Kristaus kraują ant tų žmonių, kurie rašė. Haus,
Lečita pahabe, vuodabidėjai, zame, lačia dagesija. Dėkojam tau viešpatie Dieve, kad tu esi neabejingas šitiem žmonėm. Tu neabejingas šitiem žmonėm viešpatie. Zame, huala gesi. Aleliuja, ir mes matysime pergalę, mes matysime ir girdėsime naujus liudijimus, kad atėjo atsakymai. Amen. Ačiū Arvidui ir Daliai. Išversk, переведи. Спасибо, Арвидас и Даля. Labai geras žodis. Очень хорошее слово. Žinote, aš noriu pasakyti tai. Знаете, я хочу сказать, Dievas nori mus padaryti panašius į Kristų. Бог хочет сделать нас похожим на Христа, Иисуса Христа. Ir Jisai nori mus išbandyti. И Он хочет нас испытать. Ir išbandyti būsim trijuose dalykuose. И испытать в 3 таких этапах, Kad mes ateity galėtumėm atnešti dvasios vaisių. чтобы мы могли принести духовные дары. Ar rusiškai man geriau kalbėti? Būdušiam. Prinesti darai Duchą Svetовą. Ir būsim išbandyti И мы будем испытаны atstumų, от, rastajanėm, laikų, временем ugnimi. и огнем. Pirmas dalykas - atstumas. Самое главное – это Расстояние. расстояние. Jeigu tu nevaikštai į bažnyčią, Если ты не ходишь в церковь, tave velnės sunaikins. тебя Уничтожит уничтожит. Давай я по-русски буду говорить и по-литовски. Если ты не будешь иметь отношения со своим лидером, Jeigu tu neturėsi Общение. ryšių ir bendravimo su lyderiu и ты просто где-то будешь находиться везде, ir tu kažkur būsi toli nuo jo, ты будешь испытанным. tu būsi išbandytas. Если ты не имеешь связи с пастором, Jeigu neturi ryšio su pastorium, дьявол ждет этого. velnės tiesiog laukia to Он momento. посеет мысли в твою голову Ir jis pasės tavo mintise и galvą tavo. И тем уничтожит твою жизнь. ir pradės naikinti tavo gyvenimą. Второе. Antra, Время. laikas. Испытания мы можем увидеть через время. Išbandymą visada matysi per kažkokį laiką. Чтобы Бог мог бы тебя благословить, Kad Dievas tave laimintų, надо времени. reikia laiko. Он хочет видеть твое сердце. Jis nori pamatyti tavo širdį. Только через время можно увидеть твою верность. Tik tai per laiką galima pamatyti ištikimybę. Верность Богу, Ištikimybę Dievui, верность церкви, ištikimybę bažnyčiai, верность в команде, ištikimybę komandai верность в семье. ir ištikimybę šeimoje. Ну, ты поженился с женой, Kai tu apsiženijai, на следующий день ты же не пойдешь налево. antrą dieną neisi į kairę. Я извиняюсь, что такой пример говорю. Atleisk, jeigu kalbu tokį pavyzdį. И время покажет, Ir laikas ты parodys, верный своему второй половине. ar ištikimas savo kitai pusėje. Третье испытание. Ateis tie išbandymai. Третье испытание. Trečias išbandymas. Огнем. Ugnimi. Почему я это говорю? Kodėl sakau tai? Смотрите, через огонь Žiūrėkite, per ugnį это трудности в нашей жизни, как То и есть- Арвидас говорил. sunkumai mūsų gyvenime. Если возьмешь золото, Jei paimsi auksą, как можешь проверить, что это золото? kaip patikrinti, kad tai auksas? Есть разные варианты. Yra įvairūs variantai. Но один из способов Nuo vienas būdų можно золото проверить с огнем. galima auksą patikrinti ugnimi. Единственный металл, Vienintelis metalas, который не меняет цвета, когда он и поджигаешь огонь. kuris nekeičia spalvos, kai jį pakaitini ugnimi. Так вот, этот огонь и эти трудности, O ugnis ir yra чтобы sunkumai, дары Духа Святого действовали в нашей жизни. kad šventosios dvasios dovanos veiktų mūsų gyvenime. Смотрите, Žiūrėkite. дары это Донос. то же самое, твои дары это то же самое, они поднимают тебя, как пример, как на гору. Amen. Dovanos pakelia tave ant kalno, Но плоды Духа удерживают тебя на этой горе. bet vaisiai, Двадцать смысл. bet dvasios vaisiai išlaiko arba kad tu išstovėtumėjai ant to kalno. Как я Reikalingi. говорил, Kaip ir Arvidas sakė, это плоды Духа, это измененный характер. dvasios vaisiai tai pakeistas charakteris. Аминь. Amen. Измененный характер будет, Bus pakeistas charakteris. будет действовать больше дары Духа Святого. Veiks daugiau dvasinės Конечно, дары dovanos. Духа может действовать в твоей жизни.
Дары Духа может действовать в твоей жизни. Dvasinės dovanos gali veikti tavo Но если не gyvenime, измененный характер у тебя, bet jeigu nepakeistas charakteris, придет падение в твою жизнь ateis kritimas из-за твоей гордости. dėl tavo išdidumo. Спасибо еще раз, Арвида Седаля. Ačiū, Arvidai. Давайте будем церковью, Būkime bažnyčia, которая меняет свой характер, kurie keičia savo charakterį, работает со своим сердцем dirba prie savo širdies. и давайте будем становиться похожи на Иисуса Христа. Ir stengiamės būti panašus į Jėzų Kristų. И тогда дары Духа Святого, Ir tada šventosios dvasios она dovanos будет активирована в нашей жизни. bus aktyvuotos mūsų gyvenime ir veikloje. Пускай Бог нас всех благословит. Te laimina mūsų Dievas. Я вас всех обнимаю Aš visus jūs и apkabinu вас всех благословляю. ir visus laiminu С Jėzus миром Kristus. Божьим. С миром Божьим. Аминь. Su Dievo ramybė.